Ну, по сути дела, персонально ваша у нас на этой неделе последняя программа, и впереди суббота, это день тишины на предстоящих выборах в Курултай. Вы вообще вот предвыборную кампанию заметили сколь-нибудь значимую активность от тех людей, которые баллотируются, от партий, которые выдвигаются в Курултай в этот раз? Ну, последние 2 недели это достаточно заметно. То есть с того момента, когда разрешились по закону рекламные материалы на телевидении, на радио, они действительно идут ежедневно, в положенные дни, в воскресенье, выходные их нет, по закону их не должно быть, но они идут. Но на что я обратил внимание, что здесь присутствует в эфире, я вижу, «Единая Россия». Я бы не сказал, что агрессивно, но достаточно скромно. На что рассчитывает, видимо, на... Давайте сразу уточним, вы имеете в виду телеэфир, да? Телеэфир. Но на радио они повторяются, примерно тоже, те же люди делали ролики. Очень агрессивную информационную такую кампанию идет ЛДПР, просто очень. Вот, достаточно, причем она и по времени достаточно много, просто, видимо, тратит время на покупку времени, здесь нет равного подхода, явно доминирует даже ЛДПР по времени. Коммунисты присутствуют, но у них практически ничего нового, в основном старые лозунги и апелляции к прошлому. Вот, по социальной политике, мол, при советской власти была лучше, сейчас, мол, нет, все проще, ужасно и так далее. Ну, патриоты России ведут такую кампанию, что непонятно, кто они. Патриоты, видно, что они из России, но это достаточно сложно, но, по крайней мере, они присутствуют. То есть идеологическая составляющая их вам не вполне понятна? Правильно я понял? Ну, если она мне непонятна, то, наверное, она непонятна и просто людям. Вот. Ну и более-менее неплохо, причем персонифицированно, я бы считаю, присутствуют зеленые. Вот, потому что там присутствует своим, значит, кандидатам и нынешним депутатам, это реально все видно. Вот. Какие бы другие, других просто не вижу. «Справедливая Россия» тоже есть, но она мало чем отличается от коммунистов, там тоже возврат против пенсионной реформы там, и так далее. Вот основные лозунги. А персонально, кто у нас баллотирует, они идем в округах, потому что, так сказать, на республиканском пространстве их нет, там просто партии, причем даже эти партийные, там же партийные списки, есть номер 1 и так далее, так называемые, а где они? Их не видно. Номер 1, причем в списке ЛДПР сам Жириновский, насколько я знаю. Но его и видно. Он его видно, он же выступает, он там республику хвалит, он ее страшно любит. И, так сказать, все вспоминал и башкир, и татар, и уже не хочет их отправлять в Монголию, как он раньше хотел. Это же когда, 25 лет назад? Перехотел, да. Вот, понятное дело. То есть это достаточно вот сейчас, последние дни, то есть это сегодня-завтра. А какую-то реальную, под реальной агитацией, я имею в виду, вот встречи с избирателями непосредственно, вот вы что-то подобное видели? Встречи с избирателями в округах проходят, потому что другого варианта нет, и просто многие наиболее опытные, те, кто уже, наверное, не одну избирательную кампанию проходили кандидаты в депутаты, они понимают, что это самое надежное. Вот, самое надежное – это запомнится лично. Ни фотографией, ни кадром с экрана телевидения, ни, так сказать, обворожительным голосом по радио, но именно лично. Лично, и поэтому, кто это понимает, он такую кампанию ведет. Между тем, есть еще такой, наверное, из ряда вон все-таки выходящий случай, он связан с коммунистической партией, история с вероятной взяткой со стороны члена Центральной избирательной комиссии, одновременно члена КПРФ, которую он якобы пытался вручить другому члену КПРФ для того, чтобы, как сказать, решить, что ли, проблему с наблюдателями, да, для того, чтобы отправить на энное количество участков в Уфе других так называемых подставных наблюдателей. Вы эту историю слышали? Я не слышал, но если это действительно имело место, то это как раз говорит о том, что это какие-то уже новые технологии, во-первых, изобретенные, так называемые подставные покупные наблюдатели, да,
Но Вот. о таких наблюдателях что-то мы слышали еще на президентских выборах, а вот тут ситуация вышла вроде как из-под контроля. Или это, может быть, вообще запланированная вся операция? Я вот вас так понял. Я, наверное, не думаю, что у нас запланированная, потому что здесь ведь партия сама себя подставила в конечном итоге. И тому, кто дал, и тому, кому дали, например. Это явно. Тем более, если внутрипартийная здесь такая штука, тем более она вышла за пределы, так сказать, стала достоянием общественности, это подстава почти под партию целиком. Угу. Причем не только в данном конкретном случае, но и на перспективу тоже. Потому что это просто так. Во-первых, общественное мнение не забудет. Это обязательно будет присутствовать и покажет, что, извините, но вы просто обманщики, взяточники, вот, и так далее, так далее. Поэтому я думаю, что здесь серьезный прокол тех, кто организует избирательную кампанию от Компартии. Угу. В нашей республике на этих выборах будет довольно много КАИБов, поскольку не только своими республика планирует воспользоваться, по-моему, там их 250 штук, но и их завезли уже с соседних регионов, там до 800 с лишним. Вот. Но при этом наша республика одна из 3 регионов среди 15, где сейчас выборы проходят в единый день голосования, в которой не используются камеры наблюдения. Вот об этом вчера было заявлено с трибуны Центра избиркома. Вообще, то есть не так, что на части участков, но и вообще их не будет. Вот почему так происходит? Это денег нет. Вот они так и говорят, кстати, финансирования нет. Или это какое-то политическое решение? Может ли это к чему-то привести вообще? Нет, ну камер. А куда делись камеры, которые использовались на прошлых выборах? Это вопрос. То есть каждый раз почему-то требуется отдельное финансирование. Я лично этим вопросом тоже задавался еще после тех выборов в 2012 году, когда все абсолютно участки были оборудованы впервые. Тогда лично Путин об этом говорил. А вот с тех пор на каждых выборах что-то как-то вот с этим то есть они, то нет. А на этих их вообще не будет. То есть то, что было весной, уже куда-то... Ну, в данном случае здесь надо писать заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, куда потрачены бюджетные деньги, а это бюджетные деньги, которые были в прошлом, потому что выборы, избирательные участки те же самые, они должны сохранять то имущество, которое на них выделяется. Угу. И там уже есть срок пользования. Но если они кому-то передавали, то это должно быть публично показано, что они переданы, допустим, в какую-то там школу или другое образовательное заведение, потому что, чтобы они эксплуатировались, они лежали. Вот, но об этом никто не слышал. Угу. Ну, а с точки зрения самого выборного процесса, вот вы как оцениваете наличие этих камер? Это чему-то помогло, каким-то образом сделало прошлые выборы честнее, чище? Ну, мне вот такое впечатление сложилось, что сам факт существования этих камер, он дисциплинировал больше членов избирательных комиссий. Угу. Потому что избиратель, пришел и ушел, проголосовал и, так сказать, он выполнил свой долг. В общем, да. Вот. В принципе, есть наблюдатели, если они работают четко и знают, если они готовились, если их рассказали, в каким образом могут быть, так сказать, фальсифицированные выборы, они знают, и будут стоять на страже, чтобы этого никогда не было, то, конечно, это лучше любых наблюдательных камер. Угу. Потому что наблюдательные камеры — это камеры, кто их знает, как ими можно управлять. Можно, так сказать, дистанционно вообще заменить картинку потом там. Вроде стоят, а на самом деле показывают избирательный процесс 5-летней давности. Ну, как вариант. А КАИБы вы как оцениваете? Это инструмент для... Это хороший инструмент. Тем более, так сказать, когда КАИБы, они тут же выдают результат, если не управляя, если вообще говорю, что нужно смотреть. Надо, значит, среди наблюдателей должны быть специалисты по цифровым технологиям. Угу. Ну вот, насколько я знаю, поскольку я сам член избирательной комиссии с правом решающего голоса, более того, я оператор по КАИБам на своем участке, я прошел соответствующее обучение, я так понял, что к этим КАИБам доступ будет у меня и у председателя комиссии. Наблюдатели, в общем, ничего там нажимать, только рядом... Нет, они нажимать ничего не должны, они просто должны убедиться, что это все работает, и никто повлиять на них не может. Угу. Ну, то есть инструмент сам по себе позитивный. Да. Явку вы прогнозируете какую-то вообще вот в ближайшие выходные? В сезон картошки многие говорят. Ну, здесь действительно осенью, я сразу сказал, что это не самое лучшее время для проведения выборов, потому что у нас еще люди, тем более еще тепло. Ну, правда, в конце, в первую очередь, пятницу, субботу должно быть там небольшое похолодание. Вот. Ну, в принципе, люди
в основном, конечно, в городах, уже на местах, потому что учебный процесс начался, студенты все приехали, школьники пошли в школу, родители здесь и так далее. Единственное, что может быть... Кстати, урожай почти уже убран, судя по такой теплому августу и так далее. Но картошка где-то еще, ну, она еще терпит, в принципе, погода позволяет, и я не думаю, что здесь это сильно повлияет. Ну, может каким-то образом повлиять, конечно, на явку. Вот наши слушатели, когда голосовали во время утренней программы, около 20% заявили о своем твердом намерении идти на выборы в воскресенье. Вы эту цифру как можете прокомментировать? Это вот реально тот процент людей, которые пойдут? Или все-таки это слишком, это только наша аудитория, возможно, причем только те, кто проголосовали в этот момент? Ну да, потому что здесь аудитория тоже своеобразная, потому что у вас все-таки такое радио с определенным, так сказать, реноме, да? Ну, пусть будет. Вот, его, естественно, слушают и так далее, но не все. Вот, потому что традиционно там слушают, так сказать, башкирское радио, там, так сказать, авторадио очень многие, взять автомобилистов, так сказать, лав-радио, там всякие. Ну, понятно, музыкальных станций много. Музыкальных много, это все, да. Ну, там другой совершенно. Слушатель здесь, да, здесь слушатель, как ваш вот сегмент, это интересующийся политикой, это имеющий, ну, такой, будем говорить, самостоятельный, часто критичный взгляд на политические процессы. Если они 20% придут, плюс к ним возьмем, так сказать, традиционные, там, 30%, вот, то где-то в районе, наверное, 45-50% явка. Это нормально? Да, для региональных выборов это нормально. Потому что обычно региональные выборы это не самое, так сказать, это, тем более выборы парламента, депутатов, здесь не есть... Здесь вы видите персонификации практически, ее трудно, она в округах. Ну вот Ирик Килалов, мэр Уфы, например, причем агитацию ведет, по мероприятиям ездит. Ну, это понятно. И прогнозируют, что, более того, что может случиться нечто вроде отставки и ухода все-таки его в Курултай, а дальше в Совет Федерации. Вы как-то можете... Ну, нет, я уже на эту тему даже высказывался в эфире вашей программы, что мне представляется, это еще не пришло время. Что такое Совет Федерации? Но есть, опять же, дальнейшее развитие прогнозов, которые публикуют некоторые СМИ, что Совет Федерации — это... Как такой... стартовое для парашютистов. Да. Для возвращения через год, например. Нет, лучше, чем, допустим... Ну, конечно, это, в принципе, где-то уйти и, так сказать, обезопасить себя от какого-то местного давления, там это может быть, да? Вот. А лучший вариант все-таки это работать на месте, доказывать делами, что ты в состоянии делать то, что ты планируешь делать через год. Пенсии, о которых мы все лето говорили, вот буквально перед началом сентября Владимир Путин выступил с обращением, как говорят, о смягчении пенсионной реформы. Кстати, понятие реформы вновь вернулось в лексикон. Вот как я заметил, да, какое-то время официальные лица это слово не использовали. Спикер Госдумы Володин даже как-то отличился, там 20 сколько-то раз за 5 минут он слово «решение» повторил, ни разу не использовав пенсионную реформу. Но между тем сам Путин это слово использовал, смягчил, значит, он возраст выхода для женщин, добавил несколько послаблений, как говорится, да, там возможность выхода при достижении определенного стажа. Произошло, по сути, то, что многие прогнозировали. Как вы считаете, вот тот вариант, который на сегодняшний день озвучен президентом, это окончательный вариант, который будет принят именно в этом виде, и на этом все закончится? Я думаю, что будут какие-то еще изменения, потому что еще и 2 чтения, когда будут вноситься, еще вернее 2 чтение, когда вносятся поправки, и 3, когда вот уже идет окончательное голосование. Но, как мы с вами уже и говорили, где-то месяц назад, может, 1,5 об этом, я в свое время говорил, что нельзя сводить разговор о изменении в пенсионном законодательстве только к повышению пенсионного возраста. Если говорить в комплексе и через призму справедливости как-то, и Путин, кстати, в своем выступлении как раз очень много использовал термин «должно быть справедливо». Так. Что-то обозначил, ну, например, сельское население, жители Крайнего Севера, люди вредных профессий, так сказать, и так далее. Появился термин «предпенсионный возраст».
который уже... Наиболее спорный, кстати, момент. Ну, он не то, что спорный, он позволяет сохранить то, на что рассчитывают те люди, которые вот уходят в это время. Это ведь с одной стороны. А вот даже председатель РСПП Александр Шохин, даже, да, вроде официальное лицо, он заявил, что это опасный прецедент, да, что теперь людей будут увольнять до достижения пенсионного возраста, чтобы потом, не дай бог, не попасть под уголовное преследование от греха подальше. То есть эта категория людей, получается, в течение 5 лет наиболее риском будет подвержена. Ну, я думаю, что вот здесь как раз и требуют некого законодательного и так далее, но, с другой стороны, бездельников, если они ведь тоже есть, вот те люди, которые дожили до этого возраста, там что, все идеальные работники, что ли? Да, наверное, нет. Нет. То есть как раз это вот и возмущает многих людей, говорит, вот, как он пьянствовал там, не работал, и так далее, бомжевал, будем, как только называть, так. И вдруг на последний год раз, и получает такую же пенсию, как я. Как? А я, мол, всю жизнь работал, даже на бюллетене ни разу не был. Где справедливость? Вот здесь очень четко надо здесь смотреть. То есть должно быть серьезный, так сказать, анализ. Вот, допустим, как у ребят, которые учатся в школе, в вузе, у них есть такое понятие портфолио. Так. Вот, мне кажется, вот такое же портфолио должно быть у человека, который вообще всю жизнь работает. Там будет сразу, и его нужно иметь в виду не только возраст, то есть стаж, возраст, вредность, невредность, зарплату, но еще портфолио. То есть как человек работал, какие у него, так сказать, достижения, награды, успехи или неуспехи, это тоже, кстати, может быть. Ну, человек, когда, конечно, уходит, там что-то, может быть, будет списываться, но, по крайней мере, тот, кто заслужил, это должно быть как-то отмечено, в том числе и решением о пенсионном. Потому что там не только вот какие-то абстрактные ветеран труда России, там как-то 300 рублей там тебе добавляют, но это не решение. А не приведет ли это в наших условиях, там, грубо говоря, к маразму, да, когда начнется такая история, что люди в погоне за хорошим портфолио, условно говоря, коррупционогенность увеличится, да, начнутся вот эти приписки, там, это же, понимаете, работа за характеристику. Я понимаю, что когда вот каждый по себе, здесь же есть, общественность, есть вот люди, я посмотрел, как работают трудовые коллективы на Западе при капитализме. Я просто наблюдал одну, кажется, это было в Ганновере. Это так называемая избирательная кампания по выборам в трудовой совет среди рабочих на трамвайно-ремонтном заводе. Там рабочие выступают. Вот он член рабочего совета, не член рабочего совета. Все открыто. Вот это имеет право, это нет, извините, мол, мы тебе не доверяем. И так далее. Поэтому мнение трудового коллектива тоже надо, естественно, учитывать. Его ты не купишь ведь. Вот если заговорили мы о трудовых коллективах, то могу сказать, что вот по статистике протестных акций они все меньше и меньше людей собирают. В июле, в разгар лета, там до 1500 первая акция собрала. Вчерашняя акция патриотов, там же на Дворце спорта по подсчетам журналистов собрала всего 250 человек. Вот как вы можете это прокомментировать, да? Это что? Это не дорабатывают те, кто акции организовывают, или люди реально не готовы протестовать и высказывать мнение? Понимаете, в чем дело? Это уже результат выступления Путина. Ага. А к чему этот результат? То есть к чему выступление привело? Люди теперь все поняли, что в принципе вот решение такое, и вариантов нет. То, что когда президент сказал, что, конечно, да. Здесь уже ничего не изменить самым серьезным образом, так сказать, отменить это нельзя. Повлиять в конструктивном плане это еще можно. А как простому гражданину влиять в конструктивном плане на эти решения? По крайней мере, я вот не слышал, может быть, я как невнимательно слушаю, чтобы, допустим, наш регион как-то уже заявил о том, что он имеет какие-то региональные, на которых настаивал Путин, должны быть обязательно региональные льготы. Рустем Хамитов об этом вслед за Путиным сказал, что да, мы льготы там то ли сохраним, то ли даже улучшим, но что-то об этом было. Пока ничего нет. Видимо, там решение надо принимать. Кстати, Курултай должен собраться на внеочередное заседание, не сегодня ли, для того, чтобы как раз эти вещи обсудить. Слава богу. Потому что я разговариваю с одним своим, знакомым, которые, наши уфимцы, сейчас переехали в Москву, на пенсию вышли. Я говорю, какая пенсия у тебя, женщина? Так. Он говорит, недавно, может, в прошлом году. Я, говорит, получаю 7,5 как пенсионерка. От государства. От государства. И 10 тысяч я получаю от правительства Москвы.
Хорошая льгота. Надбавочка от Собянина, условно, да, она выше, чем пенсия. Да, от правительства Москвы. Хорошая надбавка. Ну, относительно самой пенсии, да? Да, хорошая. Угу. Вот я думаю, через эту здесь надо смотреть, как там. А то мы все время говорим о профиците бюджета. Говорим. Найдите возможность использовать эти деньги для пенсионеров. Кроме профицита, мы еще говорим, что у нас после 2020 года начнется опережающее развитие республики по отношению к России в целом. Рустем Марданов на одном из заседаний на прошлой неделе об этом говорил. Об этом говорят. То есть экономика в целом в стране будет расти, а наша будет расти быстрее. Для чего? Для мудрого руководства Марданова? Ну вот, как бы вопрос. То есть вы не верите в такую перспективу? Ну, слова — это слова. Слов мы уже много слушали. Угу. Скептически, то есть, к этому относитесь. Возвращаясь к пенсиям, да, протесты, вот между тем мы обсудили, они вроде как сливаются, как принято говорить, но 9-го Алексей Навальный планирует всероссийскую практически акцию, сам при этом он оказался под арестом за акцию 28 января, то есть все, его никак не судили за это, и вот теперь, узнав, что впереди, значит, протест, его посадили на 30 суток. Координатор уфимского штаба Лилия Чанышева, между тем, в Фейсбуке у себя пишет, что за ней следят последние дни. Но акция планируется в Уфе, при том, что она официально властями не согласована. Вы как можете, вот чего ждете, что ли, да? Будет ли она идти по жесткому сценарию, как это было на последний раз? Во-первых, я могу так сказать, что у девочки, мне кажется, уже немножко крыша едет. Что за ней следить-то? Не знаю, ну как. Ну, я вот не знаю, ну что можно вот следить за ней? На ком это видит? Что телефон ее прослушивает, за ней люди ходят, что там с ней? Ну, она опубликовала фотографии машин, которые, в общем, были поблизости там в разные моменты времени. И показалось, что это не просто так. Это надо заявление писать куда? В прокуратуру. Угу. Она сделала это? Не могу сказать. Я думаю, не сделала. Для нее важно поднять мутную волну, так сказать, в эфире, в Фейсбуке, где там еще она общается. Это другая, это уже тактика Навального в местном прочтении. Ну, насколько я помню, вы, в принципе, за то, чтобы акции согласовывали власти, чтобы не отказывали. Конечно. Угу. А зачем здесь это что-то переживать, бояться-то? Ну, придут 200 человек, и что? Ну, могут пойти 1500, 2, ну, как весной. Ну, даже 2, и что? Что это изменит? Вопрос. Ну, например, другие организаторы митингов. Это не 200 тысяч на похоронах Захарченко. Угу. Вот акция. Я понимаю. Ну что ж, я напомню, что у нас в студии политолог Сергей Лаврентьев. Мы продолжим программу «Персонально ваш» после перерыва на новости. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных граждан в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии. Об этом пишут британские газеты, ссылаясь на источники в правительстве. Британские власти уверены, что за преступлением стоит высшее руководство России. Накануне были названы имена двух обвиняемых – Александр Петров и Руслан Баширов. Впрочем, они, скорее всего, вымышленные, считают в Лондоне. Премьер Тереза Мэй назвала этих мужчин сотрудниками ГРУ. В Москве все обвинения отвергает. Российская певица Юлия Самойлова решила уехать из России. Она сообщила в Инстаграме, что эмигрирует, не уточнив почему. Агент певицы утверждает, что Самойлова улетела в Европу. Ее отъезд не носит политического характера. Причина связана со здоровьем. Возможно, ситуация прояснится через несколько часов. Самойлова, которая, напомню, является инвалидом первой группы, передвигается на коляске, обещала сама сделать заявление. Число погибших в результате землетрясения в Японии выросло до 9, более 300 человек пострадали, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Магнитуда подземных толчков составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился на юго-западе Хоккайдо. Удар стихии привел к масштабным перебоям в энергоснабжении и транспортном сообщении.
Из крымского города Армянска вывезли несколько тысяч детей. Местные школы не работают. Правительство Крыма называет это каникулами. На самом деле отъезд связан с выбросами неизвестного вещества, рассказал в эфире «Эхо» побывавший в армянский блогер Александр Горный. До этого за 70, за 80 в районе Джанкоя мы уже увидели первые следы. То есть это было видно на растениях, то есть какая-то коричневая неестественная пожухлость. Километров 20 от Армянска. Вовсю ощущался весь аромат не новичка, конечно, а вот именно крымского титана. Там уже без маски передвигаться как-то сложно, если честно. Город просто какой-то вымерший. Коричнево-черная листва, все здания, там все объекты в слизи какой-то вот этой, которая выпала в виде осадков. Вот. Ощущение города-призрака. Какие-то люди перебежками пробегают. Информация пошла об эвакуации где-то в час дня позавчера, и детей начали увозить с 4 часов. Здесь Крымский канал заявляет, что детей на дополнительный отдых, но это нифига не дополнительный отдых. Мама говорит, что просто эвакуировали, брали, хватали, сажали, вывозили. Для родителей это был шок. Выброс неизвестного вещества произошел в Армянске в ночь на 26 августа. По предварительным данным, причиной стало испарение содержимого кислотонакопителя, который использует филиал компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министерство труда предлагает организовывать группы для дошкольников по месту работы родителей. По данным ТАСС, ведомство ждет предложений от РСПП, профсоюзов и движения «Опора России» до середины следующего года. Речь идет о реализации федерального проекта о создании условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми. О погоде в столице сейчас плюс 24 градуса. Ночью обещают 11-13, завтра днем до 25, по-прежнему без осадков. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. 7 сентября в 8 часов 35 минут в студии «Эхо Москвы» в Уфе говорим с кандидатом в депутаты Курултая от партии «Справедливая Россия» Валерием Шариповым. Благотворительный фонд «Изгилек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У полуторагодовалой Чулпан Фаткулбаянова из Уфы редкий диагноз – синдром короткой кишки. Толстая кишка у малышки полностью отсутствует, а тонкая не способна функционировать. Практически все питание Чулпан получает через вену. Стоимость лекарств и специального питания для нее составляет 125 тысяч рублей в месяц. Помочь просто. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Изгилек пробел сумма пожертвования» или сделайте пожертвование с банковской карты сайта фонда изгилек.ком. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгилек». Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев, и у нас в гостях сегодня политолог Сергей Лаврентьев. О выборах мы поговорили. Вторая тема наряду с выборами — это не выборы, конечно, это ситуация вокруг башкирской содовой компании и Таратау. Могу сказать от себя, да, что вчера БСК проводили мероприятия для редакторов различных изданий республиканских, частных и не только, да, коммерческих и государственных, и поясняли свою позицию. Основная идея мероприятия и вообще их позиция заключается в том, что предприятие продолжит свою работу только в том случае, если им в качестве сырьевой базы будет предоставлен Шихан Таратау. Все остальные варианты, альтернативные источники, они считают неуместными по, прежде всего, экономическим причинам. И, в общем, как вариант, они готовы прекратить деятельность предприятия, если, соответственно, Таратау им предоставлено в разработку не будет. Как вы оцениваете, во-первых, эту позицию и какие перспективы решения вопроса видите на сегодняшний день с учетом вот этих нюансов? Ну и с учетом той позиции, которую ранее заявлял, конечно, глава республики Рустем Хамитов. Ну вот само это заявление, пускай даже оно сделано на такой, вот, так сказать, немножко вальяжной форме, да, свободная дискуссия с журналистами, в общем-то, без протокола, без записи, без ничего, да. Угу. Вот, оно немножко напоминает такой ультиматум с улыбкой. Не кажется вам? Ну, в общем, да. Вот, то есть мы, даже немножко шантаж такой. Ну, ребят, ну что, мол, если мы
Но мы не будем работать, все, мы тут же, и как сценарий там Б и так далее, мы прекратим, закроем и так, ну дальше, ну никуда же не денется. Ну этот шантаж может работать там перед жителями Стерлитамака, может быть, которые так или иначе финансово зависимы, а журналистам, которые работают в Уфе. Да, но в принципе они стерлитамакцам не могут на эту тему напрямую же. Через журналистов, там где-то куда-то что-то, они что-то напишут, кто-то скажет, кто-то что. Это очень, мне вот это не нравится. Сама формула, общаться надо, прямо откровенно говорить, но без шантажа, без ультиматумов. Ну, аргументы в виде цифр, графиков, химических формул они тоже привели, объяснили, почему примеси, которые имеются в гумеровском месторождении, могут выводить из строя оборудование, печи. Я даже уточняющий вопрос задавал, потому что, значит, до 0,5%, до 0,5% может быть содержание оксида кремния вот в руде. Если более чем 0,6, то уже плохо. То есть 1,5%, которые содержатся в гумеровском, это уже все. Значит, меня лично это удивило. Как же так? 0,5%, 1,5%, ну это же примерно одно и то же в рамках погрешности статистической. Оказывается, нет. То есть они утверждают, что вот 1,5% это уже столько, сколько будет выводить из строя постоянно оборудование. Ну, понятно. Здесь, я думаю, технологии, они... Сейчас технологии, тем более такие тонкие технологии, там могут любые, так сказать, нюансы работать в плюс и в минус, поэтому с этим, наверное, можно даже согласиться. Другое дело, что общественное мнение, в принципе, с ним надо работать. Я вижу, что здесь была некая форма работы с общественным мнением. Это вот же плюс, что к общественному мнению его не сбросишь как перчатку с руки, что его надо учитывать, его надо убеждать с графиками, с цифрами и с формулами, это уже хорошо. Вот, потому что общественное мнение, когда оно становится квалифицированным, вот, у него будет квалифицированное отношение, квалифицированное поведение. То есть с точки зрения технологии они правильно поступают, так делать. Другое дело, что когда оно просто на эмоциях, такие группы есть тоже, вот, это другой подход. Поэтому если разговор переходит на уровень профессионального, квалифицированного разговора, ну, наверное, не только с журналистами, но и со специалистами в правительстве республики, со специалистами, так сказать, в мэрии Стерлитамака и так далее. Вот, со специалистами. Надо дискутировать, надо говорить, надо убеждать. Ну, они там говорят, что времени не осталось и так далее. Время более чем достаточно. Время всегда можно найти, где-то ускориться, где-то замедлиться. Вот. Но то, что надо разговаривать с людьми, это, безусловно, правильно. Кстати, они еще, помимо прочего, сообщили, что в 2015 году правительство республики делали запрос в Минприроды России о целесообразности снятия охранного статуса. И еще добавили, что вообще охранный статус Кабинетом министров Советского Союза в 1965 году был присвоен не для того, чтобы сохранить навеки вечные, а для того, чтобы рядом с горой не строили ничего до лучших времен, до тех самых времен, которые сейчас наступили, чтобы снять статус быстренько и приступить к разработке. Как вам такая версия? Ну, это можно сейчас любое постановление правительства комментировать так, как тебе угодно, да? Вот, это неправильно, потому что что там было написано, надо и смотреть. Почему, как, поднять архивы, поднять протокол заседания, какие аргументы приводились, такие ли. Здесь сразу возникает вопрос, скорее всего, нет. А то, что наш... Думать как сказать, речь, допустим, думать на 50 лет вперед, тогда еще никто не думал на 50 лет вперед. Вы что? Сейчас-то не думают, даже на 30. А там будут думать на 50 лет вперед. Понятно. Ну, тогда вот момент то, что наше правительство запрашивало, значит, мнение Минприроды, для чего это тогда было? А теперь правительство наше вроде как выступает против снятия охранного статуса. Ну, в данном случае могу так сказать, что когда ты сидишь у руля, например, то, естественно, ты должен заручиться какими-то информацией, во-первых, точками зрения, позиций, и в том числе и тех структур, которые работают в стране, в регионе и так далее. То есть это точка зрения правительства, в данном случае Минприроды, точка зрения, там, кстати, другие есть министерства, которые свою точку на это имеют, в частности, Минобороны, да, вот, ученых, биологов, химиков, технологов. Вот когда вот такой профессиональный разговор, профессиональное состояние, там можно будет и серьезно о чем-то думать.
Ну вот в результате мы понимаем, что формально решение должно приниматься здесь, в республике, поскольку республика присваивала охранный статус. Но на самом деле, как вы считаете, где это решение будет приниматься? Или оно уже принято, может быть? Ну, я не думаю, что оно принято, но, скорее всего, готовится принятие. Вот. У нас пока недра принадлежат государству. Угу. Большому государству под названием Российская Федерация. И все, что касается недр, принимается там, где принимается решение на федеральном уровне. Угу. А как быть с позицией главы республики, который, в общем, недвусмысленно заявлял, что он не отдаст эту гору? То есть ему что придется делать в этой ситуации, если решение будет принято? Подчиняться. Подчиняться, да, но как сохранить лицо в такой ситуации? Ну, мне вот здесь сложно сказать. Я думаю, что он ведет какие-то переговоры, встречи, непростые, конечно. Вот, там вот видно. Угу. Ну, вы вообще как считаете, правильно это поступить? Каким образом? Есть тут правильное, единственно верное решение? Ну, я лично так считаю, что если человек принципиально уверен, бороться до конца. Угу. Вот. Если, ну, там тоже на федеральном уровне никаких заявлений или я уйду в отставку, и так далее, то это не воспримут. Уйди и простятся. Вот. Поэтому здесь надо использовать все возможные, законные, легальные, безусловно, средства, в том числе и работа с общественным мнением, для того, чтобы отстоять позиции. Вот так я думаю. Угу. Понятно. Ну, в общем, решения пока нет. Есть у нас несколько еще тем довольно резонансных. Дело в том, что Верховный суд Республики вернул дело о пытках Венера Мардамшина в Нефтекамский суд. Вы об этом деле слышали? Оно довольно громкое было весной. Я напомню, что в начале лета полицейских, которые обвинялись в пытках, оправдали. Апелляция в Верховном суде в Уфе, значит, вернула это дело на повторное расследование в нижестоящую инстанцию. Вот это решение, оно вот с точки зрения, да, общественной безопасности, ценности, как можно оценить? Понятно, что на первый взгляд это вроде как хорошо, но является ли это сигналом того, что действительно до какой-то истины хотят докопаться? Или это, может быть, какие-то, ну, не знаю, там, бюрократические вопросы решаются? Ну, в чем дело? Если смотреть это в контексте трендов, которые сейчас мы наблюдаем на федеральном уровне, потому что эта тема стала, так сказать, такой резонансной даже не столько с нефтекамскими событиями, сколько событиями в одной из подмосковных там Ярославской колонии, где, так сказать, уже приняты меры по ряду другого плана. И поэтому это, естественно, я больше чем уверен, уже по-другому немножко влияет на инстанции, которые должны следить за соблюдением законности, в том числе и в взаимоотношениях заключенных и тех, кто обеспечивает их пребывание, так сказать, в местах столь отдаленных. Вот. Здесь я думаю, что это, если это становится, а это стало предметом обсуждений в Общественной палате Российской Федерации, в Думе это было, там, сказать, уполномоченные по правам человека к этому подключилась, тем более она сама систему хорошо знает, Москальцева. Вот, да, и вот они как раз вот здесь, если все связать воедино, то здесь становится понятно. И реакции, которые на эти события у нас произошли. А в нынешней системе ценностей, в нынешней системе власти можно ли систему реформировать и сделать ее, ну, приличной, как минимум? Или это вот невозможно, на ваш взгляд? Ну, почему невозможно? Все это возможно. Вот, потому что если мы посмотрим вот всю историю реформ вот этой самой плебисцитарной системы, да, которая взять Российскую империю, российское государство, там ведь много чего произошло. От совершенного беззакония, допустим, при Иване Грозном, при жесточайшем режиме при Петре, судебная реформа при Александре II, и потом те судебные процессы и содержание, суды над декабристами, суды появились так называемых политических и так далее, и так далее. Там же все имело отношение, и там менялось. То есть в нашей стране можно менять, не меняя, условно, строй, да, поменять внутри что-то, и это будет работать. Там менялось. Там, допустим, политических они не работали, там появились библиотеки,
там и так далее, свидания, и там наверняка были случаи, когда вот подобного рода избиения или пытки, только они становились в состоянии общественности, и они прекращались. А это не чересчур? Вот я помню, да, там террористов, да, там народовольцев оправдывали, да, за убийство губернаторов даже в результате. Или там давали какие-то символические меры воздействия. Это же тоже, наверное, неправильно, слишком либерализовать систему. Ну, в данном случае общественное мнение такое. Очень важно было, что общество не воспринимало. Угу. Вот. Людей, которые критически относились, было достаточно много. Вот. Они даже часто не видели всего положительного, то, что было. Вот то, что сделано властью, все, мол, плохо. Угу. Ну, и боролись с тем же. Миротворца царя убили, народовольцы и так далее. Это все вот как раз говорит, что в обществе наши многие проблемы, которые есть сегодня, они не сегодняшнего происхождения. Это нужно смотреть, изучать, лечить. И, наверное, так сказать, не одно десятилетие пройдет, прежде чем мы получим что-то устраивающее. Но это возможно, общество. в принципе. Это возможно. Ну, вот еще один... Ну, почему в других странах стало возможно, а в наших нет? Угу. Ну, вот есть пример Грузии, где систему не стали реформировать, ее заново выстроили с нуля, можно сказать. Ну, страна маленькая. В общем, ну и там проще. Решение было. У нас еще, кстати, вот есть история с судьей, федеральным судьей в Гафурийском районе, которая ушла в отставку, и это совпало с жалобой журналиста Медиакурсити на то, что она там неправомерно его не пустила в зал заседаний в начале лета. Редакция Медиакурсити пожаловалась в вышестоящую инстанцию, и ответ на жалобу пришел, что там, значит, меры приняты, что это неправильно, и вместе с тем вот она ушла в отставку. Мы, конечно, не уверены на 100%, что эта отставка вот была напрямую связана с этой жалобой, но это вот так совпало. А сколько лет было? Молодая, то есть для судьи там возраст около 40. Это многие... Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, меры. Потому что просто так уйти в отставку с должности судьи, это просто, ну, так сказать, выбиваешь из себя очень хорошую табуретку, с хорошим обеспечением финансовым и настоящим, и в будущем. То есть так люди сами не делают обычно? Нет. Угу. История с Русланом Белым, комиком, который весной на выступлении в Уфе оскорбил, по мнению национальных активистов, героя башкирского народа Салавата Юлаева, дал интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Это интервью вчера вышло в Ютубе, где он, в общем, извинений не принес, но и, в общем, немножко попытался пересказать, что ли, да, свое же мнение. Он сказал, что это была не шутка, это был некий троллинг власти России в целом. Что власть России, на его взгляд, в общем, она конъюнктурна и принимает решения о героях согласно там нынешней ситуации. Вот выгодно сейчас одного, сегодня будет один, завтра другой. Вы вообще изначально этот скандал как расценивали? Как уместный? То есть было на что обижаться? Нет, я считаю, что это было абсолютно неуместно. Ерничать на предмет национальных героев, я думаю, что не надо. Угу. Я не думаю, что, допустим, Салатов, допустим, выступая в Смоленске, если бы он поиздевался над Иваном Сусаниным, его бы тоже никто не простил. Угу. Так ведь? С какой стати? То есть ему так делать не нужно было? Нет, это не только ему. Ага. Всем, кто имеет профессиональную, так сказать, вот, выступать публично, надо всегда знать, что слово не воробей. Угу. Вылетит, не поймаешь. Нельзя же, народной пословицей так звучит. Поэтому надо четко смотреть, что ты говоришь, о чем ты говоришь, какими слова используешь, и имея в виду аудиторию. Не страх, который от власти там или что-то, аудиторию. Ее уважать надо. А как же быть вот со свободой слова, с тем, что есть некая сатира? В данном случае это все-таки сатира, наверное, была. Больше нет? На что? Сатиру? Ты, пожалуйста, подвергай сатире нынешних. Угу. Вот здесь можно сколько угодно критикуй нынешние власти, Государственную Думу, президента, что статьи делают часто. Региональные каких-нибудь чинуш там, или здесь тоже более чем достаточно разных примеров. Вот, что угодно. Ну, а я вот сейчас не понимаю, например, когда ерничают по поводу Ленина, например, хотя тоже, ну, все уже, что-то ворошить-то. Вот, там надо просто заниматься серьезными исследованиями и серьезными выводами и так далее. А любые шутки, они как-то все это забалтывают и снимают
необходимость серьезного решения. Вот, поэтому здесь тоже, видите, другая сторона. А какое должно быть решение? Похоронить Ленина? Ну, безусловно, конечно, надо похоронить и оценить соответствующим образом. Потому что вчера, например, Сванидзе, выступая в программе, он как раз четко привел примеры документов, подписанных Лениным, о том, что на каждого, в начале красного террора, что на каждого убитого, так сказать, красного надо 1000 контрреволюционеров. И что было публично, неповадно и так далее, попов побольше. Ну, надо просто буквально, там приведена цитата из образного ленинского языка, вот это, я понимаю, об этой теме серьезная же. Что, ерничать по этому поводу будем? Или, допустим, серьезно разбираться, что если был красный террор, белый террор, то это вообще война гражданская в результате мы. И миллионы людей погибли. Но раз уж мы Ленина вспомнили, то вот есть еще ведь в обществе некий дискурс вокруг Сталина, да, кто-то считает героем, а кто-то считает преступником. Нужно ли государству, на ваш взгляд, поставить некую точку, да? Ну, вот, например, противники Сталина считают, что чуть ли не суд надо провести, как в Германии провели над преступниками нацистскими, для того, чтобы снять тему. Кто-то говорит, ну как же это возможно, то есть готовы люди памятники ставить. Решение проблемы этой вы как-то видите? Ну, я думаю, что решение проблемы должно быть, потому что здесь есть Сталин, да, конечно, он сделал все для того, чтобы прийти личная власть, режим личной власти. Режим личной власти, особенно довоенное время, вот эти репрессии, кто их одобрит? Конечно, против этого надо выступать, показывать все и так далее. Но в то же время, так сказать, вот, победа во время войны, их тоже надо показывать. Где был героизм, где было, ну, видимо, гениальное сталинское предвидение или решение, потому что управлять войсками – это серьезная проблема. И талант у него получилось. У него это получилось. И я, допустим, вот недавно, ну ладно, наши. Но недавно я прочитал Уинстона Черчилля, его вот, авторскую книжку, которая называется «Как я воевал с Россией». И вот он сам пишет, в военное время с огромным уважением относились, и там есть некоторые сюжеты, которые мы даже не знаем. Вот, как Сталин обижался, например, когда его называли дядюшка Джо. Мол, что мне уйти отсюда теперь? Ему тут же надо было сказать, что это мы же, у нас принято так. Кого мы любим, уважаем, мы как-то уменьшительно его называем. Поэтому, ну, там, так, значит, так далее. И вот там было видно, что огромным уважением он пользовался и у Черчилля, и у Рузвельта, и у других и так далее. Но закончилась 46-й год, Фултоновская речь. Почему? Я все время думал, ну почему, откуда, вот где эта грань? От уважения к тем, что надо все сделать, чтобы противостоять. Появился железный занавес и так далее. И вот здесь действительно он приводит факты, когда так называемый социализм на штыках в Восточной Европе формировался. Вот это точно реально. И когда вот это видел, что все ограничена свобода, и, в принципе, Сталин не дает волеизъявлению людей, ну, как сказать, в Чехии в данном случае, там, или в Польше, вот, дискуссии вообще польского правительства вообще очень интересные были. Вот, Сталин идет навстречу, я, говорит, вам же отдал полякам всю Силезию, то, что было немецкими землями, и так далее, и так далее. Почему вы не хотите принимать правительство, так сказать, левых? Коммунистов, ага. В конечном итоге торг был. И даже здесь пошли на торг, согласились и так далее. Поэтому я думаю, что любой исторический деятель надо реально смотреть. Здесь он действительно, в истории так, внес большой вклад. А здесь вот то, что было, репрессии, жертвы, это нужно серьезно осуждать. Ну, кстати, это уже осуждено. 20-й съезд, там же все названо. И я не думаю, что там что-то приукрашено. Там, может быть, преуменьшено даже. Но этот доклад Хрущева, он практически все поставил на место. Доклад, да, но суда официального не было за преступления конкретные. Ну, здесь в данном случае тогда надо всех собрать. Нужен ли суд, да, это же вопрос. Я не утверждаю, что он нужен. Просто есть дискурс. Я думаю, что нет. Это все театральные действия. В конечном итоге история все станет на свои места. Взять, допустим, в Испании, да, Франко, тоже кровь чего. Но вот сейчас в свое время был период, когда франкистский режим ликвидировал,
там общество расколото и так далее. Там они возникли, так называемый пакт Монклуа. Это мирное соглашение между различными частями испанского общества. И франкистскими, и, так сказать, интернационалистами, и гражданскими активистами. Вот сейчас стоит вопрос о перезахоронении Франко и мемориала, что нужно убрать. Но прошло сколько времени? То есть не надо торопиться. Все придет в свое время. История, она не терпит суеты. И здесь, мне кажется, она сама даст оценку своей. Ну, здесь должна быть принципиальная позиция. Вот сейчас очень много различных и инсинуаций, и в то же время интересных появляется исследований. Заниматься надо. Что такое 40 лет истории? Это еще политика, а не история. Это еще политика. То есть то, что сейчас не культ, конечно, да, но некая популярность Сталина в обществе выросла, это нормальное явление, и ничего такого особенного в этом нет? Ну, наверное, сильная личность. Сильно с ним считались. То есть у общества есть потребность на такую сильную личность? Есть потребность, есть сильной личности, и чтобы считались везде, во всем мире. Допустим, Путин где-то так это использует эту потребность. А есть ли у этого общества, которое испытывает потребность в сильной личности, потребность в свободных выборах? Я думаю, что, как это ни парадоксально, есть. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте закончим нашу программу. Напомню, в ближайшие выходные 9 сентября в Башкирии состоятся выборы в Курултай. Ну что ж, наверное, остается призвать все-таки сходить на эти выборы и сделать свой выбор, даже если это иногда бывает непросто. Напомню, что в нашей студии в гостях был политолог Сергей Лаврентьев. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами, и до свидания. Никакого секрета.